Боевой дух и профессионализм этих людей являются основой безопасности и стабильности государства. Сегодня в России отмечается День офицера. Профессиональный праздник, объединяющий командный состав всех силовых структур страны. Наш следующий сюжет о тех, кто гордо говорит: «Мое призвание – Родину защищать». Руслан Батыргареев продолжит. Все свои школьные годы я хотел поступить в Оренбургское летное, именно в Оренбургское летное училище. Готовил вестибулярный аппарат, здоровье свое, занимался спортом. Он до сих пор хранит памятное заявление на поступление в Оренбургское летное училище, написанное в мае 1978 года. Стать курсантом было по тем временам нелегко. Конкурс 20 человек на место. Но Ильдар Исхаков прошел то испытание, которое открыло перед ним ворота в небо. На Дальнем Востоке я летал на самолетах Ту-16. Это дальняя авиация, стратегический ракетоносец. Мы таскали бомбы, ракеты, по-всякому было. И фотографировали, фотоаппараты по необходимости, по решению командования. Посылали нас на дальние рубежи. Дальний рубеж – это Желтое море. Это, получается, Южная Корея и Китай по тем временам. На Дальний Восток его направили сразу после окончания училища. Уже там Ильдар Исхаков становится летчиком военной морской авиации и баражирует просторы Тихого океана. Все это время рядом с ним была вторая половинка. Пока он в небе, дома ждала любящая супруга. Мы оптимисты по натуре с Ильдаром, поэтому нам было все легко, относительно нормально. Ждала, встречала. Тем более мы были же молодые, тогда ничего не было страшно. Конечно, переживаешь, ждешь. Было из-за чего возвращаться домой. После 5-6-часового полета я знал, что она меня ждет. У нас над гарнизоном прилетали самолеты, она знала, что это боевая пара, которая сейчас гудит. Значит, это я, командир корабля, возвращаюсь. И где-то через 1,5 часа у нас был на удалении аэродром. Возвращался, она меня встречала. Отдав 13 лет военной авиации, они вернулись на родину жены в Уфу, после чего офицер запаса Ильдар Исхаков продолжил трудовую карьеру уже на гражданке. Но небо и военные службы остались не просто в воспоминаниях. Он продолжает патриотическую работу как ветеран и помогает в организации гуманитарных конвоев в зону СВО. В семье Надыровых из Чешминского района сегодня двойной праздник. Профессиональный День офицера и отец и сын военные, и день рождения младшего представителя военной династии Эрнеста Надырова. Его будущую карьеру во многом предопределил пример отца. Я до 14 лет проживал в военных городках, когда жили даже в Германии. Воспитанники были нам, солдаты, скажем так. Ходили, кушали в столовых солдатских, в казармах были. С папой ходил на дежурство. То есть весь свое детство я провел в гарнизонах, поэтому уже не сомневался, кем я буду. Отец подполковник в отставке, и у сына на погонах 2 большие звезды. Более 25 лет Эрнест Надыров прослужил в разных воинских частях Центрального военного округа. Сегодня он является военным комиссаром Чешминского района. Служба военного, она, конечно, нелегкая, но по сравнению с гражданской жизнью она отличается, и человек должен выбрать себе свою линию жизни. Я выбрал военную и нисколько не жалею. О своем выборе нисколько не жалеют. Была бы возможность повторить, повторили бы свою судьбу, говорят герои нашего репортажа. И в этот день они гордо отмечают свой профессиональный праздник. Одни в качестве действующих, другие, как офицеры запаса, готовы в любой момент прийти на защиту интересов своей страны. И не обязательно с оружием в руках. Руслан Батыргареев, Артур Хуснуддинов, Ринат Акбашев, Альфия Касимова и Булат Хусаинов. Новости. Чешминский район, Уфа.